такой прекрасный праздник 8 марта мы хотим вам рассказать о самых богатых женщинах мира. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какие женские имена являются неизменными в списке Forbes. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Пятое место в рейтинге Forbes самых богатых женщин мира является Ян Хуэянь. Самая богатая женщина в Китае, имеет состояние в 22,1 миллиард долларов и занимает 48 место в списке самых богатых людей, наравне с мужчинами. Ян Хуэянь принадлежит третья по величине компания-застройщик в мире Country Garden Holdings. Ян училась в университете штата Огайо и унаследовала 57% акций компании от своего отца. На четвертом месте Жаклин Марс. Обладает состоянием в 23,9 миллиардов долларов. Занимает 33 место в списке Forbes. Жаклин принадлежит треть компании Марс, которую основал ее дедушка Фрэнк Марс в 1911 году. На третьем месте Маккензи Безос. Состояние не менее 35,6 миллиардов долларов. Бывший муж женщины Джефф Безос, один из основателей Amazon. После развода с ним Маккензи получила 4% акций компании и заняла 24 место в списке самых богатых по версии Forbes. На втором месте Алис Уолтон. Обладает состоянием в 44,4 миллиарда долларов и в списке самых богатых людей занимает 17 место. Алис – единственная дочь Сэма Уолтона, основателя сети супермаркетов Walmart. Женщина не берет участие в управлении компанией, а занимается искусством. И первое место занимает Франсуаза Бетанкур-Майерс. Имеет состояние в 49,3 миллиарда долларов и занимает 15 место, согласно журналу Forbes. Ей принадлежит 33% акций компании парфюмерии и косметики L'Oréal, которые она унаследовала от своей матери. Как вы относитесь к такому топу самых богатых женщин? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. А вот самой богатой таджичкой сейчас считают Дину Саеву. Это уроженка Душанбе, самый популярный русскоязычный пользователь соцсети TikTok. Аудитория больше, чем из 7 миллионов подписчиков приносит блогеру контракты с брендами масштаба Coca-Cola и Dolce Gabbana, а также более 800 тысяч рублей дохода в месяц. Не знаю блогеров в Таджикистане, то есть... Ты прям такой самородок, получается. Я не знаю никаких блогеров, честно говоря. К марту 2020 года число подписчиков Саевой выросло до 7,2 миллионов. Блогер уверяет, что ее ролики смотрят не только подростки, но и люди постарше. Больше всего зрителей из России 24%, следом идут граждане Индии 7%, по 5% зрителей из США, Казахстана и Саудовской Аравии. Дина регулярно общается с подписчиками. Однажды даже устроила пикник в парке в Дербенте в честь своего дня рождения, на который пришли 170 человек. По ее словам, она сама пишет сценарий, снимает и монтирует видео. В команде Дины работают 2 менеджера, рекламный директор, помощник и водитель-охранник. Периодически блогер привлекает профессиональных операторов и визажистов. Ежемесячные расходы и доходы варьируются в зависимости от загрузки. В феврале Саева потратила около 30 тысяч рублей. Большую часть заработанных денег я вкладываю в контент, потому что знаю, что это вернется и принесет еще больше подписчиков. Если я начну баловать себя, меня никто не поймет, ведь я не из такой семьи. Деньги – это не цель, а средство к ее достижению, говорит Дина. Дина действительно планирует со временем открыть продюсерский центр и продвигать артистов, которые не знакомы с TikTok. Хочу, чтобы в этом офисе, который кажется пустым, собралась отличная команда из профессионалов, которые могли бы помогать развивать TikTok. Мы разработаем план и сможем помочь набрать популярность тем, кто этого хочет. Это только начало, улыбается Дина, комментируя свою нарастающую активность на платформе. О рецепте собственного успеха она рассуждает скромно. В первую очередь, конечно же, на мою популярность в TikTok повлияла, конечно же, удача. Еще к причинам популярности можно отнести удачно выбранное время и место, то есть площадку и контент. Если людям что-то нравится, они будут делиться этим. Я просто честно снимала ролики, которые нравились мне. Видимо, именно этим они и зацепили других. Но на самом деле в Дины Саевой очень много и хейтеров. Особенно те, кто осуждают девушку из-за ее религиозной принадлежности. Ведь иногда внешний вид и поведение девушки не отвечает всем канонам. Нет, я пока не хочу детей, и мужа тем более. Я пока хочу добиться того, что у меня есть в голове, а у меня есть цели, и они должны сбыться. Но тем не менее, это ей не мешает быть самым популярным блогером в TikTok и зарабатывать миллионы. Ты мусульманка, ты должна носить так, ты должна делать вот это. Родня как-то ко мне относится типа, так, знаешь, а-ля отбросок семьи, отбросок родины. А как вы относитесь к девушке? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!